vitamin sana. Kubalar, kubalar, kubalar. Предпринимательство – это же для России вообще новый вид деятельности, очень молодой, и в первом поколении предпринимателей есть разные пути становления. Кто-то получил доступ к недрам, у кого-то получилось к контрактам, госконтракторам, тендерам, а кто-то смог приватизировать активы. Но есть предприниматели, которые прошли путь своим трудом, и с ними общаться – это огромное удовольствие и мотивация. Поэтому, ребята, мне очень нравится то, что мы делаем, снимаем эти подкасты. Я сейчас еду с удовольствием, предвкушая наше общение со следующим героем. Всем привет, друзья! Сегодня второй выпуск нашего подкаста про бизнес. Если в прошлый раз мы смотрели и вдохновились, увидели, как лидер создает пространство для своей команды, то сегодня это про проект больших инвестиций, масштаба и вклада в свою республику. Потому что даже я по себе могу сказать, когда мы строили базу, один дом у нас, он вышел примерно 12 миллионов. То есть здесь 17 домов, инфраструктура, банкетный зал, гаражи, общежитие для персонала, и привлечены лучшие топы Сибири. И это Нарада Village! И честно, я очень хотела познакомиться с человеком, который подарил нам с вами этот проект. И сегодня это сбудется. Основатель, учредитель проекта Нарада Village Мира Владимировна До. Ну что, пошли? Мира, сегодня мы находимся в таком прекрасном месте, Нарада Village, и это у нас Якутия. Я уже у вас гостила, да, честно скажу, это очень высокий уровень. Даже есть кондиционер для волос, чего не бывает в отелях, там не во всех отелях 4-5 звезд. И по смыслу, мне кажется, тоже такой глубокий проект, и хочется узнать, как все начиналось, и откуда появилась такая мечта. Но это все начиналось очень давно, где-то, наверное, лет 5-6 назад, да, даже, может, еще больше, потому что мы все время работали, и наши путешествия начались только 7-8 лет назад. И когда мы начали путешествовать, я заметила, что везде и всюду вот эта вот любовь чувствуется. Есть не только комфорт, да, а еще и в разных, все так красиво, в разных деталях все это передается. И я все время огорчалась и расстраивалась от того, что почему вот наша якутская земля с такой красивой природой не может быть открытой для всех, вот именно в таком свете. И комфортабельно, и красиво, и чтобы было все удобства. И я все время говорила, вопрошала, но почему нет у нас в республике такого? И мне кто-то сказал совершенно случайно, делай сама, а что ты не можешь ты сама сделать? И я такая подумала, дай, слава тебе, Господи, нам дали возможность встать на ноги, дали возможность инвестировать во что-то другое, да, и я подумала, действительно, почему бы не сделать? Почему бы не сделать? И на самом деле так и есть же, что вот все говорят, да, Якутия красивая, Якутия природа такая шикарная, да, но вам негде встречать гостей, да, то есть вы не можете, просто создать инфраструктуру. Даже целое есть министерство, которое этим занимается, да, там вся республика пытается заняться созданием комфортабельных условий для встречи, приема гостей, и наконец-то кто-то просто взял и сделал. Да, большое спасибо за такую оценку хорошую, потому что мы старались. Трудностей было очень много, конечно, да, потому что наша вся инженерная сеть, она лежит под землей. То есть я преследовала цель, чтобы был чистое пространство, что вы замечаете же, да, что нету проводов, что нету теплотрасс таких. И они пошли все под землей. То есть я задала задачу, давайте мы сделаем комфортно, красиво и чисто.
задала инженерам такой вопрос: реально это вообще в наших суровых условиях все это сделать? Они сказали, да, в принципе, это реально. Это получается, представляете, 7 га, да, то есть это 5-7 га инфраструктуры, которые под землей, да, и вот это, за сколько времени это сделано, вот за какой период, вот то, что мы, когда вы начали здесь, вообще пришли на эту землю? На эту землю. Но где-то лет 5 назад, наверное, мы точно поняли, что мы хотим, и начали поиск земли, подходящего участка. Мы где-то около 2 лет, наверное, искали участок. Мы объездили полностью всю территорию, близлежащую территорию города Якутска. Ну и совершенно случайно моя невестка Кристина натолкнулась на объявление, что продается здесь в 85 километрах от города участок. Участок на берегу реки Лена. Мы такие, давай, окей, поехали. Приезжаем, и нас было 3, я, мой муж и Кристина, и мы переглянулись друг с другом и сказали, это наша земля. Да. Это наша земля, и земля была тоже очень рада, что мы пришли, и что-то такое красивое и очень такое душевное мы хотим здесь построить. Вот. Потом у нас была долгая работа над проектом, над концепцией, и потом строительство шло поэтапно, 2 года. Вы сами знаете, что здесь только первый этап строительства завершен, дальше у нас будут 2, 3, 4 этапы. И в конечном итоге, ну, возможно, лет через 2-3 года, возможно, завершим, и полностью парк будет иметь тот вид, который мы изначально заложили в проект. Вау, это проект, получается, это строительство где-то на 7 лет, да? То есть это строительство на 7 лет, да? Да, примерно где-то, ну, не меньше 5-6. Да, это очень круто, что такой проект у нас рождается, и мы сегодня, я просто наслаждаюсь, да. Давно мечтаете заниматься любимым делом и развивать успешный бизнес, но у вас нет финансовой возможности? Мы вам поможем. Алмаз Кредит Сервис за исполнение вашей мечты, за быстрое решение и за развитие вашего бизнеса. Алмаз Кредит Сервис – ваш надежный финансовый партнер. Ну, любая вообще масштабная история – это всегда история про команду, да, и хочется узнать про команду мечты. Ну так, да? И кто вообще, как ты находишь нужных людей? Потому что есть Металлторг, что есть Нарада Village, но это все-таки история команды. Да, конечно, это история команды. Ты хотела спросить, как я подбираю? Да, как подбираешь? Но вообще... в большинстве своем, конечно, я очень сильно основываюсь на свою чуйку. Интуиция. Да, на свою чуйку. Благодаря, возможно, тому, что у меня было опыта 18 лет преподавания, у меня развились очень хорошие навыки сканировать человека. То есть, конечно, профессиональные данные я смотрю, естественно, да, я провожу собеседование. Сама? Да, сама всех сотрудников я провожу сама, все собеседования я провожу сама. Очень круто! И, конечно же, в основном я основываюсь на чуйке своей. То есть, да, внутренние чуйки. Конечно, ошибки бывают, да, но а да, как без да, этих да, ошибок? Да. Но в большинстве своем мой HR говорит, она только фотографию отправляет и говорит, а я говорю, что-то не то. Но можно на собеседовании все-таки говорит, послушайте ее. Я говорю, окей, ладно, приглашай. Я смотрю и потом говорю, нет, не то. Ну вот у вас всегда, ну, чуйка ваша всегда, ну, правильно говорит. Бывают моменты, когда я при первом собеседовании, ну, при первом общении как-то это, нет, закрывать, да, закрываю, это вообще без сомнений. Но бывает, что я обольстилась такая, все, ну, какие-то там энергии, флюиды другие пошли. И я говорю, окей, давай попробуем поработать. Но очень часто, 90%, потом этот человек уходит. То есть это первое чувство, которое внутренний голос мне говорил, он всегда правильный. Если человек резонирует со мной положительно, он всегда остается надолго. Если там какие-то будут причины ухода, но это будет
дружественное расставание, потому что, ну, так сложились обстоятельства, но никогда не в конфликте. Вообще, вот здесь на Рада Village, это с кем вы вообще его создавали? Кто вот именно в этом проекте является вот той командой мечты? Это Кристина, моя невестка, которая по жизни генератор идей, которая по жизни говорит: давай мир сделаем, давай то, все. И, конечно же, это моя вторая половина, мой супруг. И все те, которые приходят, прямо вот, не удивляйтесь, когда я буду говорить, что мне приводят нужного человека. Да. Я очень долго переживала вначале, потому что все-таки из торговли же мы уходим в другую отрасль, да, это отрасль туризма, отрасль гостеприимства, отрасль ресторанного бизнеса, где я по жизни, ну, никогда не сталкивалась. Для меня это было немножко жим-жим все равно, но я отпустила, я сказала: нужных людей дадут. И мне дали прекрасных людей. Это еще тогда, 3 года назад, мне дали бренд-шефа. Просто буквально из 3 человек, с кем я поговорила, вот один Юра Шведов, который у нас сейчас, он мне очень понравился. Я говорю: прилетай. Он говорит: да, а где я буду жить? Буду жить у меня. Ага, да. И когда мы с ним уже познакомились, когда начали общаться, он тоже говорит: меня очень сильно, говорит, подкупила твоя фраза «будешь жить у меня». То есть человека я не видела. На тот момент почему-то мы не по видеозвонку поговорили, а через аудиозвонок. И я чисто на своей интуиции, но чуйка моя не подвела здесь. Это слава тебе, Господи. Да. И мы работаем уже 3 года. Он поставил, начиная, какая кухня должна быть. Он разговаривал конкретно с поставщиками оборудования, какая квадратура, где какой цех. То есть он закрыл все задачи, которые я не знала. Все, то есть всю организацию производственную, ну то есть всю кухню он взял на себя. И на самом деле это очень круто, я просто сама по себе знаю, да, какая это больная тема, да, потому что, ну, сколько раз мы ошибались, именно вот когда нету шефа, то практически, ну, это, ну, у тебя кухни нету. Я уже была, попробовала, да, и я могу сказать, что Юра, ну, очень круто справился с задачей, потому что к нам именитые шефы приезжали, и бывало, что, ну, не справлялись. Прямо со стартапа. Да. Прямо со стартапа были голые чертежи. Да. И когда проектанты дали голые чертежи, он сразу начал вносить уже на стадии проектирования все изменения, какие должны быть. Поэтому в этом плане нам очень повезло. И в плане управления операционной системой, всей вот этой операционкой комплекса, нам помогает его супруга Алиса. То есть это человек сервиса, который тоже согласилась быть с нами в этом проекте. И здесь тоже нам очень повезло, понимаете? Да, это семейный такой, да? Да. То есть, получается, вы не только, получается, получили кухню, да, но и сервис плюсом получили, всю вообще операционку получили. Всю операционку, вообще, да. это же вообще просто круто. Поэтому я вам хочу сказать, что, да, нужно все-таки довериться пространству, полностью раствориться, потому что нету понятия «я», нету понятие «моё». Нет. Это общее одно целое. Мы маленькие частички общего одного целого пространства. И когда ты полностью доверяешься, тебе действительно за руку приводят нужных людей. Они действительно, ну, дают то, что необходимо на данном этапе для тебя, там, для твоей семьи, либо для твоего бизнеса. Все оно складывается, как будто само пространство начинает помогать и выстраивать так, как должно быть. Конечно, я не говорю, что трудностей не было. Огромные, большие были трудности. Мы упирались, немножко ошиблись с подрядчиками. Ну как ошиблись? Ну так получилось. Да. Ошибок же нет. Ошибки же мы вообще в целом нет понятия ошибок. Очень интересно. Да, мы получаем ту ситуацию, мы притягиваем те события, через которые мы должны научиться чему-либо.
То есть Я- имеется в виду пройти, да? То есть Пройти. ошибок нету, это просто какой-то, Это ну, возможность, да, это школа. возможность научиться и возможность стать лучше. Научиться. Это у меня проект «Шпинат и мясо». Да, и при этом, когда мы сталкиваемся с трудностями, очень часто же у людей бывает, что да что такое. Ну, даже у меня, вот, допустим, перед Новым годом было такое состояние, когда одно за другим, ну, мы же, Да. помните, очень долго открывались, и там было очень много стечения обстоятельств, которые вот одно за другим. Я уже, да боже мой, да что вы хотите, да, ну что такое? Но когда ты осознаешь, ты когда уже отбрасываешь все свои сомнения, страхи, отпускаешь напряжение, и все начинает выстраиваться как надо. Есть, бывает такое, что иногда бывает, что сам поток идет, да, то есть вот как у меня с этим подкастом получается, да, с этим интервью, то есть вообще просто она идет, Да. а иногда бывает, что ты просто этого очень хочешь, да, но вот что-то прям не дается, Да. да, не дается, и это, наверное, про то, что вот, но иногда же хочется, когда не получается, все равно добиться. Бывает такое? Бывают, конечно, ситуации и моменты, и периоды жизни, когда ты идешь вопреки, да, но потом ты, оглядываясь назад, смотришь и говоришь, да надо было столько энергии на это тратить. Потому что в итоге все равно будет так, как должно быть. Нету такого, что мы должны контролировать там. Нету такого, что вообще в этой жизни нету ни контроля, ни там... Это все идет как идет. Это такое интересно очень про это слышать, да, то есть нету контроля. Как это тогда в бизнесе? Но в бизнесе, конечно, элементарные операционные вещи ты делаешь. Естественно, ты контролируешь за своим персоналом, естественно, ты контролируешь за своими остатками товара. Это контроль другой, я не про это говорю. Это контроль, когда ты делаешь свою обычную работу. Это обычная работа предпринимателя. Контролировать за своими финансами, контролировать за процессом логистики. Это нормально. Это в порядке вещей. Я говорю о контроле более глубокого, когда ты хочешь постелить перед собой соломинку при любых своих действиях. Ты когда хочешь спасаться от всего, ты хочешь заранее сделать так, чтобы было для тебя выгодно. Это я про это говорю. Не Про должно ситуацию контроль, да? Это больше про, ну, как бы, когда ты пытаешься контролировать вообще пространство. Всю свою жизнь, когда ты пытаешься контролировать. Я про это говорю. Пространство. Да, но когда ты контролируешь свои финансы, свои, извините меня, операционную деятельность, это в порядке вещей, это нормально. Это работа. Я имею в виду в целом контролировать, когда ты начинаешь залезать. Ой, этот человек там правильно все делает или неправильно делает. То есть ты принял этого сотрудника, и ты доверился этому сотруднику, да, но он делает свою работу. Принимать его действия. Принимать его действия. Но когда ты просто видишь, что человек не справляется, ты просто с ним прощаешься. То есть без лишних неврозов, без лишних каких-то там контрольных действий там, и так далее. Я про это говорю. В более широком масштабе контроля. Да, это очень на самом деле такое философское, да, отношение к жизни, да, то есть есть свое видение и, ну, получается, есть как доверие, ну, как говорится, Вселенной, да, доверие всему пространству, что есть, но и в то же время, да, работа, бизнес без напряжения делать, без напряжения. Там каждый человек должен понять все, что делается, все к лучшему. Да. Все, что делается, все к лучшему. Если, допустим, если касаться этого проекта, да, у нас здесь шло просто от души, прямо как вот нож по маслу. Вот такое ощущение было, что дорога открыта. То есть, если бы где-нибудь там по ходу дела было очень много препятствий, возможно, я подумала бы, я на правильном пути или не на правильном пути. Но когда ты видишь все эти знаки, да, когда тебе приводят нужных людей, когда тебе дают
там какие-то выгодные контракты, да, которые, ну, нужные люди, которые с тобой на одной волне. Но ты уже понимаешь, что это действительно правильно, и нужно делать и идти дальше. И там, когда возникают некие там проблемы с инженеркой, да, окей, ошиблись, да, это уже не так масштабно, как нежели было бы в самом начале, когда мы начинали об этом думать, когда мы бы начали весь этот проект делать. И те трудности, которые возникали по ходу всего это, реализации всего этого, они уже были не такими масштабными, потому что я понимала, что мы на правильном пути, и мы все равно это сделаем. То есть те моменты, которые появлялись, они были не столь глобальными. Глобальными, да? Да. Здесь примерно сколько сот земли? Здесь где-то 10 гектаров. 10 гектаров, да, 10 гектаров. Из них освоено сколько получается? Освоено вообще сейчас, на сегодняшний день, ну, наверное, около 5. Около 5, да? Ага, и очень хочется узнать вообще, каким будет Park Village, да, когда все объекты ведутся, да, каким он будет. Да, ну вот в настоящее время мы завершили первый этап строительства, собственно, это наши гостевые домики, и вот на днях уже в марте стартанет банкетный зал. Конечно, я не говорю про наше коммунальное хозяйство, Да. три гаража, котельная, Общежитие. генераторы, которые будут обеспечивать бесперебойное электроснабжение. Это здесь газ или, извиняюсь? Газ. Здесь газ, но котлы такие мощные стоят, но там фундаментальное хозяйство. Если следующим этапом, про следующий этап рассказывать, то мы в этом году стартуем по освоению вот этот вот середина поля, аллея с 9 павильонами. Каждая аллея будет нести свою какую-то миссию, потому что мы их разделили по секторам круголета. Начиная сектор земля, это будет представлено в виде павильона этнокафе, ну так как земля, это этнокафе, где мы будем знакомить наших гостей из других регионов, либо из других стран нашими национальными блюдами, которые будут немножко видоизменены в контексте стритфуда. Следующий сектор у нас сектор «Звезда», который будет представлен в виде павильона «Космос». Это будет архитектурно выглядеть как полусфера. Сейчас разрабатывается проект внутреннего наполнения, ну, в направлении, скорее всего, планетария, связанная с космосом и так далее. То есть следующий сектор у нас сектор «Огонь», где этот сектор будет представлен в виде урага, современная урага, конечно, не традиционном варианте, где мы будем рассказывать про культуру, традиции, историю Якутии. Будет очаг, где будут проходить обряды и обряды благословения для наших молодоженов и так далее. Следующий сектор у нас идет сектор «Солнце», где будет представлен арт-объект такой очень красивый архитектурно, который будет показывать игру теней, блики, отблески солнца. Это сектор «Солнце», который будет показывать, как играет наше солнце, какие могут быть интересные тени и так далее. То есть это связано с сектором Солнца. Дальше у нас идет древо. Это огромная будет площадь, где будут проводиться концерты, ярмарки. Это без архитектурных каких-то зданий. Это будет просто площадка, где фестивали разного рода, концерты и так далее. Следующим сектором у нас идет небеса, где мы подумали, раз небеса, это что-то должно быть воздушное, поэтому мы там придумали качели, которые будут разноцветный цвет иметь по чакрам человека. 7 чакр. Захотела активировать свою там 3-ю чакру для того, чтобы бизнес шел хорошо, чтобы я была там социумом в гармонии, да. Садишься за 3-ю качель и начинаешь, там будет идти музыка сопровождаться и так далее, и сидишь, качаешься и медитируешь. Хочешь 7-ю свою чакру активировать, чтобы быть все время в потоке связи с верхними, высшими силами, садишься за 7-ю. Ну, то есть это вот что-то такое, которое направлено на
медитации, на то, чтобы люди остановились и просто посидели и подумали, ну, что-то типа такого. Следующий у нас сектор океан. Сектор океан, который, это больше очень хорошо, конечно, наверное, понравится детишкам нашим, когда в летнее время из труб будут выходить капельки этого воды. Типа, да, как фонтан, да? Фонтан, нет, там не будет гейзеров, там это будут трубки, которые будут впрыскивать вот эти вот тонкие прямо Вот брызги бывает, воды. да, бывает, когда дети бегают и Да. потом Это вытаскивают. вот гейзер. Это- А здесь будут идти через пар, который тебя, ну, капельки воды. Просто, струи да? воды, Именно. которые из труб будут. Я даже не видела такого, честно. Но если нам все удастся реализовать, вы посмотрите. Да. Я думаю, ну, нам удастся, наверное. Мы сейчас на стадии поиска подрядчика, который это все реализует. Но я думаю, в скором времени это появится. Кто все это придумывает? Вообще, как это вообще? Кто придумывает? Это большая команда придумывает. Мы, вот Кристина, когда вот начали мы об этом, обо всем говорить, когда вся эта идея сформировалась, мы в Новосибирск очень часто же летаем, в Новосибирске она нашла очень крутых, хороших девочек, которые дизайнеры. У них не архитектурное бюро, а именно дизайнерское бюро. Но при этом девочки очень захотели сделать именно вот парк. Она пришла и сказала, нам нужно сделать парк. Так от души отдают себя вот этой То своей есть это деятельности. целое бюро, девочки, да, креаторы, которые креативщики, и они все вам помогают вот Конечно, придумывать и реализовывать, да? Придумывать и реализовывать. И, естественно, весь дизайн их, дизайн их проект, но и в то же время вся концепция, она вот с помощью их мы это все придумали. А так, по сути, нам никто ничего не Нам никто ничего не должен. Я И согласна. то с же этим. самое Да. мы никому ничего Не не должны. должны. Как, вот я говорю, то, что приходят, то и делаем. Как хотим принимать, так и принимаем, да? Да, и людей тоже. Вот, Мира, смотри, у тебя все здесь, вот эта террасная же доска, да? Ага. Она же, ну, прям, это террасную доску вы привозили? Да. Привозили, да? Это так, да? И вот я понимаю, в каждом доме есть даже зона барбекю, да? В каждом доме зона барбекю, да. А мне очень интересно, а что за вот этот такой круг? Вот этот? Это походное место. Да? Это Да. когда большая компания собирается, там будет маленькое костровище, Ага. песни под гитару, юность помнить. Да. Мы очень же любили в детстве, в юности под гитару. А это что? Это теплый чан, Ага. это теплая вода, которая будет обогреваться, и вы будете в теплой воде даже в минусовую погоду Отдыхать. отдыхать. Да. Такие чаны у нас здесь, и во всех 3 домах, Да. и в бане. И люди, которые, ну, бывшие хозяева этого участка, они тоже замечательные люди. Там, с таким тоже с благословением они нам эту землю передали, они сказали, мы так рады, что хорошую руку передаем. Они тоже ждут открытия всего парка, чтобы погостить. И сейчас, я говорю сразу, когда приехала, у меня первое желание было, я очень хочу показать это родителям, да, то есть родным. Я прям мужу так сразу сказала, позвонила, говорю, все, сюда надо приехать всей семьей, надо приехать наших бабушек, дедушек взять, чтобы они почувствовали эту заботу и вот это тепло. Я очень рада, что вы это прямо любовь чувствуете. Да, Действительно, здесь остались очень много частичек нашего сердца и нашей любви. Да. Ну, это же даже в мелочах, вот этот тротуар, по которому мы идем, да, подсветка, которая здесь вечером есть, да, и все брендировано. Я же понимаю, это все индивидуальный заказ, это даже вот эти бальные халаты, когда есть они в номерах, это сразу, ну, такая, знаете, чувствуется. Это забота. Забота, Да. и Тапочки, любовь. кстати, приедут скоро. Они там долго вышиваются, но приедут. Тапочки будут в каждом доме.
Вера, очень интересная беседа на самом деле, да, я уже, ну, чувствую, твое вот отношение философское, да, и хочется вообще узнать немножко про детство, как тебя воспитывали, как ты такой стала? Вообще, может быть, какие-то яркие моменты из детства? Ну да, конечно, детство мое было очень счастливым, потому что я могу часами рассказывать про историю своего детства. Я 4-й ребенок, у нас в семье 5, родители мои учителя, мама учитель начальных классов, папа у меня учитель якутского языка и литературы, но и в то же время он у меня очень известный мелодист. Он автор песни «Нюрбинский вальс», который уже больше 50 лет, да. И мое все творчество, вот мое все творческое начало, это от него. Детство я помню как, ну вот папа творческий человек, и вот эта вот любовь к природе, вот эта вот связь к природе, это вот привили мои родители. Мы все время, он нас забирал, увозил в лес. Там, когда вот эта лиственница цветает, мутуча, когда вот идет, да, он все время привозил и говорил: слышишь запах лиственницы? Ну, мутуча это же лиственница, да, насколько я помню. И не говорил понюхай, он все время говорит: слышишь запах? Потом закаты. Он говорит: смотри, какой закат. Потом подснежники. Поехали дети за смотреть подснежники. У нас же в Нюрбе очень красивые подснежники. Они фиолетовые, они синие, они голубые. И вот это вот все у меня пропиталось, начиная с молоком матери, а потом уже детство, юность. Вот она вот все пропиталась вот этой вот сильной связью с природой. Кроме этого, я очень хорошо помню наши лагеря труда и отдыха. Это вот отдельное воспитание, это вот отдельная такая лепта, которая была внесена нашим обществом, потому что школа имела лагерь труда и отдыха. И мы с 5 класса ездили на 1,5 месяца летом вначале смотреть телят, потом на сенокос. И это все где было? Это в Нюрбе. Нюрба. Это в Нюрбе. Я родилась в Нюрбе, в очень хорошей атмосфере. И мы же последнее поколение, ну, воспитания Советского Союза. И я очень счастлива и рада, что я застала этот период. Потому что это было просто самым правильным тем воспитанием, возможно, потому что наше общество и наше окружение нас воспитывало. Трудиться, быть честными, быть преданными, быть патриотами. Это все оттуда. Знаем мы все традиции, все обычаи, потому что это нам все дала школа. Школа, лагеря, родители, семья. Вот это вот все очень здорово. Я очень счастлива. Да, а в детстве кем ты мечтала стать? То есть было такое что-то, вот есть такое какая-то, говорят же, вспомни, кем ты в детстве мечтала, и там твое предназначение. Что-то такое было? Я вообще думала, в то же время не было бизнеса. Вот я очень хотела быть хореографом. То есть я обожала танцевать, я хотела быть хореографом. Но мама почему-то посчитала, что хореографом быть не айс, и они меня убедили, что нужно идти в экономисты. А так я, конечно, выросла на романтических книгах. Я выросла на книге Теодора Драйзера «Финансист», «Стоик», «Титан». Это вот все я зачитывалась. Я очень много читала Дюма, Александра Дюма, один из самых лучших произведений, которые я перечитывала несколько раз, это «Узник замка Ив». Ну вот это вот какие-то вот такие развивающие силу духа, вот что-то это такое. То есть с детства было? Это прямо с детства. Это с детства было, что то есть тянулось к, ну, масштабу, да, что-то вот к высокому, да? Видимо, да. Потом у нас библиотека была шикарная. Мама ее учительскую зарплату, она все время инвестировала в книги. Библиотека была шикарная. И я выросла вот на таких книгах, как, например, искусство, да, искусство. Все музеи Италии, вот это вот Прованс, допустим, да. И я все время, я хочу там жить, я хочу там быть. То есть для меня это, для девочки деревенской, нюрбинской, это было нечто такое красивое, это было нечто такое
шедевральное, и я говорила, я вырасту, обязательно туда поеду. Ну, то есть я вот прям на этом выросла. Ну, вот это правда, все начинается с детства, да, и вот это, когда ребенок начинает мечтать, и если на это есть поддержка, вот это может вырасти в такие классные проекты. Мира, и как ты все успеваешь вообще, и бизнес, семья, и вот, ну, это же надо все успевать, быть там в потоке, в гармонии, в балансе. Как это все происходит? Есть там какой секрет? Может, какой-то тайм-менеджмент или что у тебя? У меня нет тайм-менеджмента вообще. Никогда не было ни планинга, ни ежедневника, никаких блокнотов. Все по наитию. То есть, когда ты полностью доверяешься, у тебя происходит очень такое ощущение, как будто не 24 часа в сутки, а намного больше. Ты никуда не торопишься. Ты делаешь, но то, что вот сейчас тебе необходимо сделать, ты сделала и пошла дальше. Если, ну, я как-то давно еще по юности пыталась планинг делать, но планинг это не про меня совсем. И я очень хорошо помню слова крутого доктора, который сказал: жить по плану, жизнь впустую. Ой, это, Мира, это бальзам в мою душу. Мой планер открыли У тебя бы. тоже нету тайм-менеджмента? Нет, нету. Кто бы, если, ну, как бы, это же сейчас очень модная тема, да, и если бы открыли мой планер, то эти создатели тайм-менеджмента сразу перевернулись бы. Поэтому вот я просто понимаю, что нету вот правильного или неправильного рецепта. Каждый делает, да, у каждого свой рецепт, у каждого свой путь. И вот то, что когда говорят, вот так правильно, по-другому быть не может, такого нету, Нет, друзья. в жизни вообще ничего нету, ни белого, ни черного, правильного, неправильного, плохого, хорошего. Этого вообще нет. Вот как по наитию, как вы чувствуете, так и идете. И в бизнесе то же самое. В принципе, когда вы на правильном пути, и когда вы несете вот эту вот свою душу в это, все идет как по плану. Я это называю синхронистичность, я это называется все по расписанию. Вот вам кажется, что вот должны были что-то вот сейчас прямо привезти, иначе у меня там ничего не получится. Нет, они тебе не привозят. Да, и у тебя там кажется, как будто весь твой план дня испорчен. Нет. А потом возникает, спустя какое-то время, возникает, что а это так и должно было быть. Что тебе не должны были сейчас вот привезти. И не должны были вот это вот сейчас тебе сделать. Потому что в конечном итоге, когда ты видишь результат, ты понимаешь, что все было так, как надо. И все, что делается, все к лучшему. Это вот прямо девиз мой. Это вот и сейчас об этом начали тоже говорить. Это вот как раз про поток энергии, что надо делать. Вот это, ну, эта тема, люди начали понимать это, да, то есть иногда же вот раньше говорили, что там типа MBA нужен, да, все там должно быть четко, расчет, бизнес-планы и так далее. А потом, когда вышли, видят результат таких предпринимателей, как Мира Владимировна, да, и, ну, и на самом деле очень много в России так, да, то есть об этом начали открыто делиться предприниматели, все сказали. Но при этом, знаешь, что я тебе прерву? При этом никто не отменял бюджетирование, никто не отменял калькуляцию, никто не отменял план по затратам и какой-то сроков окупаемости или отдачи, потому что бизнесмен без этого не может. Я говорю сейчас более, немножко по-другому. Да, это вот уже, как мы сказали, что это уже операционная часть бизнеса, да, а то, что вот делать бизнес в потоке, по наитию, вот как сердце хочется, да, ну, и вот начали об этом говорить, что пришло время энергии. Энергия – главная валюта нашего времени. Конечно, сейчас везде борьба за энергию. Я знаю, что, Мира, вы не только предприниматель, да, но и вы многодетная сама мама, мама 4 детей, жена. Есть такой какой-то секрет вот, баланса личного счастья? Что вообще, что вам двигает? Вот, типа рецепт, да? Напишите мне, пожалуйста, рецепт личного счастья. Лайфхак от Мира. Вообще, как получается так балансировать, да? То есть сейчас же модно говорить, да, во всем должна быть гармония. Как получается это? Нету никакого секрета.
И Во! и нету Слышали? никак- Нету секретов. И нету никакого рецепта. Упал, встал, да. Я женщина, которая пережила развод, я второй раз замужем, и в принципе, я вам точно скажу, секрета нет. Самое главное, знаете что? Я никогда не соглашусь жить там без любви. Для меня самое важное для личного счастья – это чтобы была любовь. И желательно, чтобы она была, не то, чтобы желательно, обязательно должна быть взаимной. И Да. никогда не врите ни себе, и другим людям. Всё. Да. Вот это вот основной секрет, может быть не секрет, конечно, но основной мой постулат Основной. жить только в любви и не врать. Да. Кстати, про то, что вот этот основной принцип, да, Георгий Олегович Карамзин, он первый наш гость, да, нашего подкаста, тоже сказал, что самое главное – это быть честным перед собой и перед всеми, кто тебя окружает. Это и тут же второй гость про это говорит. Ага. Я что заметила? Могут открываться только те люди, которые вот проходят этот путь честно, и они сегодня к нам открыто делятся своим опытом, своим видением, и это на самом деле очень ценно. И такой каверзный вопрос, Мира. Да, и я уже Да, такая. напряглась. Нет, но вы являетесь первым, представителем первого поколения предпринимателей, да, и так вот я то, что замечаю, многие перестают, как многие, которые состоялись, перестают вкладываться дальше в бизнес и даже уезжают. Было ли желание у тебя когда-нибудь, переехать? Вообще было такое? Еще как. Да? Вообще, у меня был период жизни, когда я и туда, и сюда. Я хотела переехать, начиная с Новосибирска, там, заканчивая там Италией, да, за границу. У меня был период жизни где-то около 2, наверное, лет, когда я, прямо вот себя искала. Возможно, это был период, когда я должна была выйти на другую ступень и выйти на другой уровень. Хотела, очень хотела. И у меня даже сделки срывались. Сделки по покупке квартиры, там все. Но бац, меня не пускали. То есть что-то вот такое, какой-то случай, и все, сделка не происходит. Либо я добровольно уже слушаю себя, и потом уже после того, как мы договорились о встрече, я говорю, сори, я не буду. То есть и даже вот я вот что-то примерно такое хотела на Алтай. Я поехала на Алтай искать участок, мы ездили там по всему Алтаю, смотрели эти участки. Ничего такого по душе не было, и вдруг мы едем по Телецкому озеру на лодке, я прикорнула, и мне прямо говорят, тебе сюда не надо. И я такая, ладно, окей. Мне сюда не надо. И тогда же приходит очень хорошее осознание, что где родился, там и пригодился. То есть я сейчас максимально довольна всем тем, как происходило в моей жизни, потому что такое ощущение, как будто меня ввели. Ввели, чтобы я здесь осталась. И чтобы я со своей командой крутой сделала что-то такое для своей родины. И поэтому, это, наверное, судьба. Да, вы представляете, Нарада Вилледж могла быть, на Алтае, а не у нас, и это, на самом деле очень ценно. Я вот даже вот в конце такой заготовочку сделала, потому что, как происходит, там на Алтае, там есть крутые комплексы, да, там реально люди приезжают, отдыхают и получают этот высокий уровень сервиса, комфорта, да, вот как бы у нас мы ходили там, в умывальниках мылись, да, если мы выезжаем на природу, а тут такой уровень, и я прям счастлива, что даже энергия, вселенная, природа сделала так, что Мира Владимировна, проект, решилась остаться здесь и реализовать этот проект мечты у себя в Якутии. Да, я очень большой патриот. Очень большой патриот своей родины, малой родины Нюрбы, и патриот Якутии в целом и России. Потому что я так выросла. Это вот прям на генном уровне, наверное. И поэтому, возможно, тогда, когда я вот моталась, душа моя не была спокойна.
потому что я выбирала, видимо, не те маршруты. И когда я уже остановилась и начала уже слушать, я поняла, что где родился, там и пригодился. То есть это я здесь очень счастлива. Мгм. А про то, что, чтобы ответили, про то, что дальше вкладываться в бизнес, да, то есть вот есть основной бизнес и вот перестать больше что-то делать. Вот было такое желание? Нет, Не было? нет, я человек-деятель. Я человек делающий. Для меня вот остановиться и заниматься только, вот, допустим, у меня любимое хобби вышивать, да. Я, в принципе, могла бы остановиться, просто сидеть и вышивать, там, воспитывать своих детей, там, иногда там ездить куда-то отдыхать. Нет, это не про меня. То есть мне нужно все время движуха нужна. Вот это называется энергия предпринимателя, да, когда вот это идет, хочется все время делать, действовать, да? Да, Ага. но в части вот деятелей и как остановиться или не остановиться. Вот, допустим, Металлторг растет, тоже по своему пути. Ребенок уже повзрослел и по своему пути идет, расширяется, там розница появилась, маркет появился. И вот в части Нарада Village, почему бы не быть бренду Нарада Village сетевым? И выйти, и тот же Алтай. Мне же сказали себе, сюда не надо не совсем, а рано. И, возможно, может быть, путь развития будет таким, что сеть бренда Нарада Village. Это А вдруг? очень, вдруг? да, это, А почему бы нет? это вообще очень У нас круто. впереди, знаете, сколько лет жизни? Много. Мы можем жить бесконечно. Я Да. вот, мне вот нынче в этом году 50, да, и я готова работать еще лет 40. То есть- Круто, круто. И от этого же и приходит вот этот вкус жизни, что мы делаем, да, то есть прям вкус жизни. Мне тоже вот всегда, иногда бывает, говорят, ну вы, может, вам хватит, ну то есть, да, а вот хочется делать, и такое же приходит, что эти действия мы можем делать где-то в другом месте. Вот это же так Ну, круто. конечно, быть здесь, Да. естественно, ну и делать где. Да, и да. Сейчас, тем более, в нашем современном мире все доступно, и все, как говорится, было бы желание, можно сделать. Мгм. Я думаю, скоро все станет на свои места, наступит гармония, мир во всем мире, потому что вот эти вот кризисы, когда возникают, они все равно когда-нибудь должны закончиться. Да. И я думаю, что я очень оптимистичный человек, я верю, что все будет хорошо. И на самом деле на этой красивой ноте, да, что мне радует, что наши предприниматели дальше делают и действуют. И это, знаете, вот хочется, ты понимаешь, что жизнь продолжается, и мы делаем каждый свое, ну там, то, что ему должен делать, да? Всё, что мы можем, да, мы мы делаем, делаем. да. И такой последний мой вопрос. Совет молодым предпринимателям. Наверное, многие, нас смотрят, зрители, да, много молодых предпринимателей. Вот у них же тоже бывает, вот, что-то не получается, да, то есть там чего-то не хватает, команды, инвестиций. Вот какой совет самый главный? Самый главный совет – это не бояться ошибаться. И не врать. Еще раз повторюсь, не врать и не лукавить. Я говорю, девиз упал, встал. Упал, встал. Падаем, встаем и идем дальше. И не ропчем. Потому что, еще раз, может быть, до этого я говорила или нет, потому что та ситуация, либо то событие мы притягиваем, или то, что нам дают, это для того, чтобы лишь с одним условием, чтобы мы стали лучше, и мы научились этому. А как мы еще научимся, если не на своих ошибках? Поэтому не нужно бояться. Тот, кто делает, он всегда ошибается. Мира, на этой красивой ноте я хочу поблагодарить за эту беседу. Я искренне рада, что у нас в Якутии появился такой проект, как Нарада Village, да? Когда наши жители, мы с вами можем, не выезжая из Якутии, получать тот высокий комфорт, сервис у нас в Якутске, что это стало доступным. И я счастлива,
что познакомилась с вами, и хочу, вот у нас есть на подкасте такая традиция дарить книгу, а наши беседы — это женщины, изменившие Вау. мир. Супер, Да, спасибо да. большое. И Я тоже взаимно Сейчас- счастлива, да, очень рада с тобой познакомиться. И если я об этом скажу, наверное, ну это не секрет, потому что ты первый человек, кому я дала согласие побеседовать, тем более через видео. Да, друзья, вот предпринимательство — это так, когда мы идем, падаем и делаем. И посмотрите, как бизнес может создавать классные проекты, как основатель это делает, как его любовь, энергия, созидание может менять мир к лучшему.